Здравствуйте! Сегодня речь пойдет об этикете, абхазском этикете. На чем он строился, какова его отличительная особенность, каков он был вчера, что сохранилось сегодня и какова его перспектива в ближайшем будущем. Поговорим об этом сегодня с участниками нашей передачи Мариной Барциц, Русланом Гожба и Адгуром Дзидзарием. Открывайте. Марина, сегодня мы начнем с нашего похода к Руслану Гожба, затем побываем в мастерской Адгура Дзидзария и потом время от времени будем возвращаться в нашу гостиную. Неожиданно нагрянем к Руслану. Знаешь, вот мы делаем передачу об абхазском этикете. Сейчас он в некотором таком вообще состоянии, каком-то не таком, во всяком случае, как был раньше. Ну, что собой представляет абхазский этикет, что он собой представлял в прошлом? Когда смотришь, вот сама одежда подчеркивает его характер, мужество, достоинство. И, конечно, образ жизни. И любую фотографию посмотрите, ну вот здесь хотя бы, вот здесь. Вот самое главное, на что обращайте внимание? Стать, у всех порода. Полных не было людей. Все подтянутые, живые такие. Я таких людей видел. Вот такая талия, как у девушки. Плечи широкие, стройные. Сейчас врачи только об этом уже, последние десятилетия говорят. Чем стройнее человек, тем он здоровее. Потому что органы внутренние располагаются правильно. Конечно, образ жизни этих людей, они несли традиционную абхазскую культуру. И поэтому, находясь уже, скажем, вне пределов своей родины, многим задавали вопросы, если он один был или их двое было. Вы что, князья, что ли? Вот их благородство, их поведение, их осанка, их вид, их уважение к старшим, потом не наигранно. Корни этикета идут из истории, из прошлого, через который народ прошел. Этикет связан с географией. Мы знаем, что горцы не всегда воинственные, то есть с климатом, одежда другая. И Руслан говорил о том, что мы не были какой-то периферией, каким-то захолустьем, мы всегда находились в центре, где скрещивались цивилизации, где империи сталкивались. Ты мне скажи, а вот в чем, собственно, заключалась особенность абхазского этикета? Вот эту землю на протяжении 3-4 тысяч лет нужно было защищать. Защищать нужно было. И выработался воинский этикет, дух. И практически у нас, пока Абхазия была независимой, так скажем, каждый человек считался воином, если он не был калекой и так далее. Это в течение тысячелетий вырабатывалось. А воинский этикет, ты знаешь, и в Европе, и в Китае, и в Японии, там у них небольшая каста, сравнительно небольшая каста. А здесь весь народ был носитель культуры. Этикет на самом деле он связан с ценностями народа. То есть если в моей культуре, в системе ценностей быть маскулинность, быть мужчиной, воином – это ценность, уважение к старшему – это ценность, уважение к женщине, церемонное отношение вообще друг к другу, чувство, даже иногда гипертрофированное чувство собственного достоинства. Мы же знаем, что этикет бывает профессиональный, бывает воинский этикет, офицерская честь, поведенческий этикет, речевой этикет. И везде проходят вот эти ценности. Уважение к старшим, уважение к себе, уважение к собеседнику. Это образ жизни. Что сохранилось из этикета? Как сейчас вообще он прижился в наше время? Должен тяжко вздохнуть и сказать, с чего начать. То, что у нас произошли на этих всех исторических переломах последних десятилетий, а может и больше, начало, может, не отсюда идет, но факт, что это не могло не сказаться на снижении уровня вообще отношений человеческих. Этикет — это что? Это высокие отношения, скажем так. И это огрубение нравов. В нашем обществе я считаю, что это огрубение произошло.
увы. Вот Адгур, говоря уже о сегодняшнем дне, он говорил, что мы как-то потеряли в поведенческом этикете, знаете, деликатность, Да, он особую какую-то сказал, вот как- такую искреннюю, такую непосредственную церемониальность. Он сказал даже о переломе, об огрубении, даже жестче Огрубении сказал. И нравов. правильно сказал, и я согласна с ним. Вообще, если любой культуролог, историк культуры, он может сказать такую вещь: после войн, после каких-то кризисов больших, экономическая там блокада, состояние тяжелое, на самом деле после таких страшных кризисов для народа идет падение культуры. С другой стороны, родители уже не живут в 3 поколениях вместе. Ребенок не видит дедушку, не видит этих большую семью тетушек, он видит молодых родителей, которые сами плохо, может быть, зачастую не являются носителями. С 17 века, с конца 16-го, с начала 17 века, султан, у него политика была византийского двора, так скажем, он начал привлекать много абхазцев ко двору. И в Турции были целые общины в крупных городах, только абхазцы жили компактно. Но самое интересное не это. Когда у них рождались дети, они их отправляли в Абхазию. Год-два, и до 16-17 лет они получали там абхазское, настоящее абхазское воспитание. Их одевали по оружию, все, и предоставляли ко двору султана. И они поднимались до самых высоких чинов, понимаешь? Премьер-министры, великие паши, десятки, если не сотни людей было. И вот эти абхазы при дворе султана вели аристократический стиль абаза. Умение вести себя достойно, представительно, одежда, стиль одежды, стиль оружия. И он очень долго сохранялся в высших кругах Османской империи. Один из тех, кто его ввел, был знаменитый Абазан Ахмед Паша. Он даже ходил с булавой, с драгоценного камня, и там была его тамга, абхазская тамга, вот так. И вот от него и многих пошла эта мода. Они становились эталоном культуры для османов. Традиции кавказские, они настолько глубокие. Вот как тот старик абхазец сказал, это у нас в крови. Но чтобы это было в крови, нужно еще видеть личностный пример. Допустим, у нас, если там не было нигде зафиксировано письменно, да, то в народе все равно были определенные и очень четкие и конкретно этические отношения, да, между людьми. То есть этикет — это практически Правила поведения. да, правила поведения в обществе. То есть чтобы твое пребывание в обществе не создавало дискомфорт для других. У нас, собственно, что произошло? У нас как бы общество брошено было, вот после войны, если брать, да, брошено на, так сказать, свободное плавание такое, то есть самостоятельное существование. И, естественно, после войны, сам знаешь прекрасно, что побеждало, да, в отношениях. И, естественно, это накладывало отпечаток. К сожалению, у нас произошел такой разлад, и нет единой некой договоренности в обществе. То есть вот как себя вести. Ты никогда не знаешь, на что наткнешься. Мы когда говорим о наших исторических, там, традиционных формах отношений, они абсолютно сейчас не работают. Я имею в виду, ну, там, внутри родовых, там, я не знаю, где-то как-то работает. Но я имею в виду вот в быту, обыкновенном быту, вот в городе, там. Для меня вот лакмусовая бумажка – это отношение пешеход-водитель. Вот водитель, так как у него дубинность больше, да, значит, он диктует. Везде, раз ты менее защищен, значит, тебе приоритет. Но у нас так. А против автомобиля только может быть танк. Вот ты выедешь на танке, и ты будешь главным. Мы, если будем уповать опять на некий вот наш абхазский этикет, да, который с грехом пополам кто-нибудь, если там знает о чем-то, это очень такой общий какой-то звон, который мало кто толком знает. И потом привить это очень сложно. И вот я думаю, что у наших молодых людей, у них тоже такие параллельные такие мемы существуют. Вот, мне кажется, у них вообще такой вот диссонанс возникает когнитивный, потому что очень агрессивная среда. И у них вот, они вынуждены, они надевают такую маску вот этого брутального там мачо или, не знаю, там, или преступника какого-то якобы, очень культ. Почему? Потому что это же все мимикрия такая. И пытаются защитить. Когда более безопасно там среди взрослых, они там себя ведут по-другому. Но беда-то в том, что уже
и толком-то никто не может расписать вот этот этикет. Как себя обыкновенному, в современном городе, современному человеку, как себя вести. Ко мне подошел парниша и протягивает руку здороваться и держит за козырек бейсболку в руке. И подает мне вот свое запястье, типа пожми. Руки заняты. Он держит бейсболку в руке, ты понимаешь? И я говорю, она что, прилипла у тебя там? А он, да, сказал. Я сказал, ну хорошо, тогда и пожал ему запястье. А не может, во-первых, то, что он первый протягивает руку, да? Ведь вот таким простым вещам, не знаю, учат где-то, кто кому должен подавать, кто первый здороваться. Вот оставим там высокий пафос и ностальгию, допустим, по ушедшему, а просто станем нормальными цивилизованными людьми. Вот для начала давайте просто научимся уважать друг друга и вообще видеть, и естественно, просвещать. Адгур, вот он считает, что традиционные формы отношений, они сейчас не работают. Вот каждый знает, где он должен садиться. Вот здесь старший человек садится, или омовение рук, кто кому должен уступить. Но все время друг другу уступают. Что мы делаем? Я вам уступаю свое право, я показываю вам, как я вас уважаю, я вас ставлю выше себя. То есть я уступаю свое право, я старший человек, младший, говорю, нет, воробрау, нет, сара. Вы даже знаете, да, вот как поезд уехал, говорит, апсоры с дрыдзом электричка цепь, пока они друг другу уступали, кто зайдет, кто выйдет. Ну, понятно, с одной стороны, так долго церемониться, каждый знает, кто должен куда сесть, где почетное место в этой машине, допустим, да, или иногда это бывает с правой стороны сзади, иногда это бывает впереди. Ну, что мы делаем? Это не фальшь. Мы просто все время показываем, что у тебя есть люфт, ты можешь подняться выше меня, ты заслуживаешь уважения. Золотом прерываю вашу речь, да, не перебивать вас. Не дай бог ни намека на угрозу, на агрессию, не поворачиваться спиной. Вы поехали куда-то, возвращаться надо, вы нашли другую хорошую машину, вам предложили пересесть. Вы должны вернуться с друзьями. И вот самое почетное место где здесь? Если двери там, самое почетное, самый старший сядет, самое защищенное место. Потом в абхазская культура не предполагает делать кому-то замечания. Ты не прав, или тем более взрослому человеку сказать, как мы сейчас в политике друг друга оскорбляем. Даже в воспитании не говорили мальчику, не было вот этого менторского тона, не говорили «это сделай». Говорили «ах, хорошо бы», мама говорит, «хорошо бы, чтобы это было сделано». Или «ах, как хорошо он поступил». Чтобы ребенок знал, что вот тот пример хороший. Воспитывать опосредованно, а не в лоб. Вот, как будто насильно мы не заставим друг друга соблюдать этикет. Знаешь, мне кажется, что размыливание вот этого этикета, которое произошло или происходит сейчас у нас, происходит из-за того, что в принципе свойственное все-таки абхазскому народу взаимоуважение, да, оно как-то растерялось вот в этом огромном потоке информации. Когда ты говоришь о информации, о глобализации, я в пример приведу Японию, в которой я имел удовольствие быть. Когда первый раз я попал в Японию, меня больше всего впечатлило. В Японии, казалось бы, Токио, то есть чему удивиться, да? Меня впечатлила как раз вот эта подробность в отношениях, абсолютная подробность. Я сейчас как раз, вот я же знал, что ты придешь, да, я вот просто вот сегодня утром, когда я ехал на велике, я видел двух пожилых людей, они седые были. Один здоровался с другим, там челомкался, все, но тот держал телефон, и он вместе с телефоном поцеловал его сюда, понимаешь? Хотя говорят, что даже вот выкладывать телефон там неэтично, вот когда ты сидишь с кем-то разговариваешь, и вот выложишь, типа, у меня есть типа важнее дело, но пока говорю с тобой. Это даже это. А тут он даже не оторвал. И не извинил, ну там сказал бы что-то, да, жестом, есть жесты, этикет в жестах тоже, во всем есть, в кивках и так далее. Нет, он также вот важно продолжал, а тот его там лобызал в щеку. Вот, то есть, понимаешь, в чем дело? В Японии меня как раз вот это больше всего впечатлило. Там нет в полоборота каких-то кивков или чего-то такого. Ни в коем случае, нигде, ни в сервисе, ни в простых отношениях людей. А я это сплошь вижу, подходит, он тебя знает, а их не знает, он там здоровается, с тобой говорит и вяло протягивает руку, не глядя в глаза вообще остальным. Ну, японцы, если не смотрят в глаза, это у них наоборот принято. Не смотреть, это считается, в общем, смотреть в глаза неуважение. Но у нас-то вообще мы-то все-таки придерживаемся, и это и весь мировой этикет так устроен, что здороваясь, смотреть в глаза. У нас это тоже размыто. Вот когда мы начнем все-таки придавать большее значение,
не привставать и так далее. Если ты встаешь, вставай, здоровайся и прочее, прочее. Я считаю, что вот это должны показывать старшие. Все равно это так или иначе, как бы они себя, эти молодые, не вели. С возрастом они все больше будут сами в себе узнавать отцов. И какой отец был, он таким и будет. Все-таки как в семье принято, так и они себя и ведут. Как вам кажется, вот эта вот церемониальность из прошлого, которая к нам пришла, как вам кажется, сегодня она применима? Есть для этого условия? Я думаю, что когда вопрос стоит выживания, когда падает культура после кризисов, после войн, тогда лишь бы накормить, лишь бы выжить, у нас нет времени. Для аристократизма, для церемоний должно быть много свободного времени, да? Как-то у тебя должно быть время и состояние настроения думать о хорошем. Мы даже в танцах много потеряли после войн, да? Мы не танцуем, очень много мы теряем. Народ перестает петь, перестает веселиться. Сейчас, мне кажется, чуть-чуть успокоилось. По-моему, все уже более-менее сыты, более-менее одеты. Мы можем позволить себе роскошь чуть-чуть побыть более аристократичными, более доброжелательными друг к другу, быть довольными собой, своей жизнью. В конце концов, мы победители, мы освободители, мы независимы, мы не хуже всех. Это тоже проблема. Мы достойны того, чтобы мы уважали себя и друг друга. Ты считаешь, что в нашем обществе фактически часть того, что составлял собой абхазский этикет, пропала? Ну что мы будем в красивую оберточку заворачивать, когда мы на самом деле не ведем себя так, внутренне мы так не чувствуем. Но потом принюхиваешься, притираешься, понимаешь, и как бы оно нормально. Ненормально. Свое забыли, чужое не восприняли. Вот такие сидят, никакие. Надо вот для начала призывать вообще жить по закону. Это как цепочка, одно за другое. Оно приведет и к уважительному отношению друг к другу. Начнем уважать друг друга. Марина, вот скажите мне, так как все-таки прививать этикет сегодня? Как вы считаете, что необходимо сделать для того, чтобы мы бы были на вот том высоком уровне с той церемониальностью, которая была в прошлом? Самоощущение, самочувствие. Мы заслуживаем, каждый из нас по отдельности вместе, чтобы уважали и себя, и как народ, и как государство, и как граждане уважали себя. Уважаем себя, мы ведем себя по-другому. И система воспитания. Дети делают не то, что им говорят, а то, что они видят. Если мы что-то в этикете нарушаем, в лучшем случае про нас подумают сразу. Вот встретили, увидели, сказали: ой, невоспитанные. В лучшем случае. То есть, в общем, это очень выгодно. Этому надо учить идти через воспитание, через самоощущение. И, в общем-то, это атмосфера в обществе, атмосфера доброжелательности. Ну что мы друг у друга, почему столько агрессии? Не должно быть намека на агрессию. Какие были наказания вот за то, если человек нарушил? Какое было самое тяжкое преступление? Самое тягчайшее, отвечаю. Неважно, кто он был, князь, на анхаю дворянин, пришлый, ушлый. Ему открывали двери, широко и уходи. А возвращаться назад дверь была очень узкая, нужно было заслужить. Ну и обычно не принимали их. С презрением Да. к ним относились. Это самое страшное. Это самое худшее было. И почему смертной казни не было? Вот это презрение их больше убивало и служило уроком для других. Раньше-то, во всяком случае, как говорили, что смерть абхазца, Это его совесть. да, в Аламысе. В Аламысе. То есть человек может и не умереть физически, И он, но при если в жизни- нем нету вот этого Вот воспитания, этого больше всего боялся абхаз, да, он живой. умереть при жизни. Да. Это самое страшное было для него. А сейчас некоторые при жизни 5-6 раз умирают. И у нас сейчас, к сожалению, ты лучше меня знаешь, я тоже хорошо знаю, начала возобладать уличная культура. Это совершенно чуждое. Это не наше, чужое. Здесь зашел разговор, Марина,
о том, какое было наказание. Чего боялись больше всего абхазцы? Это презрение. Вы согласны с Да, Русланом? наказывали, конечно, остракизм, изгнание. То есть таким образом он автоматически терял и в статусе, что могли просто лишить его фамилии, и, значит, он сразу переставал быть и дворянином, князем, и не говоря уже о том, что он терял вот эту защиту коллективную от фамилии. Как ты думаешь, вот весь этот абхазский этикет, который пытаются сейчас сохранить, напоминает о том, что было в прошлом, какова его судьба в будущем? Вот эти заклинания не помогут. Конечно, когда, если это, как сказать, расписать, если вот программно, вот хотя бы минимум. Вот самое, мне кажется, важное вообще в абхазском этикете, это определенная сдержанность человеческая во всем. Почему наша одежда такая? Она тебя дисциплинирует. Это не значит, что ты этот свой пояс должен увеличить до невозможного и все-таки обтянуть свою талию, мягко говоря. Это как раз говорило о том, что ты мог ее носить, потому что ты соответствовал во всех отношениях. Ты был воздержан в еде, у тебя была талия до старости. Это же о чем-то. Это самоограничение. И всегда вот это уважение к другому, всегда, то есть как бы немножко себя отодвигали. Не потому, что он там ни во что себя не ставил, но это самоуважение такое. Деликатность. Да. Потому что когда ты знаешь, что ты силен внутренне, да, допустим, тебе не надо это демонстрировать. Чаще всего сильные люди, они очень даже дружелюбные и многое прощают там, где другой обязательно, чтобы самоутвердиться, там он обязательно там может как-то проявить какую-то агрессию там, и прочее, чтобы как-то вот из-за этой внутренней неуверенности. Когда человек уверен в себе, он спокойно может многое как-то и никогда не выпячивает себя. Самое главное. У нас это во всем было, ограничения во всем было. Что ожидает в будущем? Какие, ты думаешь, произойдут преобразования с абхазским этикетом? У вас все есть, повернитесь лицом к себе. Больше к себе, понимаешь? Еще мы сейчас с тобой говорим, да? Это же нужно, вот этот материал нужно показывать, объяснять, рассказывать. Вот то, что мы с тобой, извиняюсь, с детства от старших видели, от родителей там еще старшие были. Вот люди сейчас любят, говорят, там, это абсурд. Я это слово почти не слышал. Но эти люди себя вели так, что хотелось всегда быть похожим на них, понимаешь? Ничего директивными методами не сделаешь. Там напишешь, нет. Но когда ты покажешь пример, а таких примеров сотни, даже вот в наше такое время, конечно, здесь засилие интернета есть. Ты знаешь, если вот так, как говорится, пройтись, везде, в каждом человеке что-то сидит очень хорошее. Ну, какая цель вообще воспитания, ты знаешь? Вот то, что хорошее в человеке есть, вытянуть. Итак, как все-таки прививать этикет сегодня? Примером. Вот выучить этикет, вы в чужую страну едете, протоколы есть дипломатические. Можно выучить, но вы все равно как это на автопилоте, то есть вы автоматически это не сделаете. Супруги Обамы сказали на приеме у королевы, американский вот это похлапывание по плечу, вот это снисходительное похлапывание, это очень американский жест, такой фамильярный, что это там не проходит, понятно. Ей объяснили по протоколу, стоять здесь так. И вдруг она по привычке начинает хлопать ее по спине, королева идет пятнами. Ты не можешь прийти в гости и вдруг начать вести себя этикетно. Ты должен это дома видеть. Если дома ребенок валяется на диване, дедушка заходит, он не встает, он не сможет. Ну, может, один раз. То есть, уала адзазару, ты должен в этом находиться, в этом расти. А тот, кто этикетно себя ведет, на самом деле он в лучшей позиции. Он вас заставляет не фамильярничать с ним, он вас заставляет держать с ним дистанцию. Потом вы уважительно относитесь к себе и ко мне, и мне с вами комфортно, то есть и нам вместе, то есть наша атмосфера комфортная, позитивная, это хорошо. Огромное спасибо, Марина. Вот расскажу очень интересный эпизод к нашей беседе. Да. Ну, всем известна трагедия изгнания Абхазии, в общем, уже 80-е годы 19 века, вот так, 80-е, 90-е годы 19 века, подчеркиваю.
Ну, при дворе султана было много кавказцев, черкесцы, абхазцы, узбеки, чеченцы. И султан в один день обращается к абхазцам, именно конкретно. Я вижу, говорит, как вы себя ведете, достойно, благородно, все. Я хотел бы побывать, говорит, в абхазской общине. Можете мне это организовать? Они говорят, падишах, говорит, ваша воля священна, назначайте день. Он день назначил, они приехали. Их встретили, как подобает, по всем абхазским традициям. Старших рассадили, все. Моментально молодые там в жертву принесли быка по частям. Наиболее почетные куски, не разрубив, по частям, на 64 части он делится, разложили. Ну, абхазский стол накрыли, только спиртного не было. И молодые девушки ухаживают, а султан наблюдательный очень. Он видит, когда они отходят, они ему вот так отходят, понимаешь? Это раз, два, он долго наблюдает. Потом говорит, какая воспитанность, у него, говорит тем, кто его сопровождал. А рядом старик абхаз сидит, который там проживает. Это не воспитанность, говорит, это у нас в крови. Дальше слушай. В общем, он поблагодарил их, говорит, я, говорит, о вас было очень высокого мнения, говорит, но оно еще больше, говорит, во мне, говорит, выросло с тех пор, как я знакомился с вашими обычаями, традициями. У меня желание, хочу вас пригласить к себе. Ну, пожалуйста. День назначил, и абхазцы, вот, одевшись по-абхазски, все как положено, прибыли во двор. А он им накрывает шикарный стол, столы и стулья на золотых ножках, в общем, там щербет, это все восточные сладости. И в конце открывается дверь, и заходит ученый кот. На двух лапках несет кофе. Так абхазцы переглянулись, удивления не высказали. И султан говорит этому старшему, вот видишь, что делает, говорит, воспитание. Ну, они вежливо очень ответили. После этого, ну, вели себя очень достойно, все. Он говорит, я еще раз хочу, искренне он говорит, хочу, чтобы вы еще ко мне прибыли. Ну, через 2-3 недели они прибыли. Снова накрывают стол, все нормально. Кот заходит, а абхазец взял мышонка, посадил в коробок. Только кот заходит, он мышонка вытаскивает и пускает его. Кот, конечно, завывает. Кофе летит в сторону и гонится за мышкой. И самое главное, абхаз говорит, вот видишь, что делает кровь. А у нас, говорит, воспитание в крови. Действительно, воспитание в крови было. Как сказал один юморист, этикет – это ум, образованность, вкус и стиль, смешанные настолько искусно, что вам уже не нужны ум, образованность, вкус и стиль. Конечно же, этикет в первую очередь – это воспитание и обязательно положительный пример, хотя и отрицательный пример тоже может быть поучительным. Но не только воспитанием и примером можно добиться уважительного отношения к себе и окружающим. Ведь когда мы уступаем дорогу автобусу, мы делаем это не только из вежливости. Абзерос, будьте здоровы.